Маша, вот, Еремина, наши ирсианские поэтессы, действительно, когда они уже учились в университете, они и писали стихи, им можно было доверить уже журналистские материалы. Это очень редко встречается, чтобы поэтесса могла и писать. Недавно мы собирались, вот они организовали ирсианскую группу «Валла», наши молодые авторы ирсианские. Очень хорошее дело сделали. Очень талантливые девочки-то. И я считаю, что сегодня наша мордовская и ирсианская, особенно ирсианская часть, наверное, макшанская в меньшей степени, именно держится на наших молодых писательницах. У них свой взгляд на мир, свои мысли, свои размышления. А вот, ну, это не только в литературе сегодня, это и в других областях духовной жизни, культурной жизни, в частности в науке. Приток со стороны мужской половины очень низок, очень редок, очень слаб. И касается это, к сожалению, и литературы. И очень отрадно, что у нас появляются такие мастера художественного слова, как Николай Карпентер. Коля не сказала о том, откуда все-таки он, почему. У него ведь оригинальные. Когда мы слушали сегодня, у него оригинальные стихи, у него не похожие стихи. Это в какой-то мере, наверное, они написаны в модернистском ключе. Я не все стихи прямо признаюсь, что понимаю. Для того, чтобы понять эти стихи, надо, наверное, быть подготовленным до определенного уровня, хотя бы для его уровня человека. Поэт. Я некоторые стихи читаю, иногда мне Коля пишет: Василий Иванович, выскажите мне свое мнение. Последний раз месяца полтора тому назад обратился. Ну, тогда приболел сначала, потом стал читать, написать бы человеку. Но не могу написать, потому что боюсь, что не могу я определить и соответствовать уровню Николая. Правда, честно я вам говорю. Ну, не все, конечно, стихи у него, я считаю, высокого уровня. Где-то он перебарщивает с игрой слов, может в какой-то мере даже виртуозничанием. Поэтому эти стихи надо читать и задуматься над нами. Может потому, что еще многие из нас воспитаны именно на классических традициях, когда мысль должна быть понятна, когда Есенина, Пушкина читаешь. Мы наслаждаемся, да? А здесь именно философские стихи, свои стихи, свой взгляд тоже на мир. И он сейчас сказал: задавайте вопросы. Я бы хотел задать вопрос, не задавал до этого. Откуда в нем? Почему именно так, а не это? Я, признаться, прозу, вот сегодня у нас в учебных программах большое место занимает модернистская литература. Я, признаться, эту литературу, прозу, не воспринимаю. Потому что, когда читаешь там нагромождение разных стилей, пластов, надо постоянно останавливаться, задуматься, что хотел сказать автор. Здесь нагромождение стилей разных, эпистолярных жанров, размышлений. Иногда кажется, что человек, может, не проспал или переспал, решил написать, высказать свое. Это имеет право тоже литературное существование. Если даже я считаю, что у произведения есть один читатель, наверное, имеет право эта литература. Может, сегодня, Колю кто не понимает, пройдет время, и будут понимать, не все понимают. Я согласен, но у него есть тоже свои оригинальные стихи, особенно в первом форме, до глубины души затрагивает некоторые. Иногда он слово начинает, останавливает, между слово разделит на две части, между этими словами включает отдельное предложение, потом опять возвращается к этому слову, поэтому надо здесь вдумчивый читатель его уровня, подготовленный читатель хотя бы в какой-то мере. И я не хочу сказать, что он не должен продолжать писать эти стихи. Он должен продолжать, потому что каждое новое направление, каждая новая тенденция, это обогащает литературу. Это указывает новый путь развития литературы.
дает новый импульс для ее развития. И кто, возможно, сегодня не понимает, пройдет время, время покажет. Всегда ведь время определяет, достойно ли это произведение занимать в жизни человека место. Потому что время называет предложение, останется ли он в душе человека и сыграет ли определенную роль, станет ли классикой, тем, что мы называем вечным. Поэтому, Коля, я бы хотел тебе сказать, пиши. Если кто сегодня, возможно, не понимает, пиши для себя. Пиши хотя бы для того, чтобы тебя услышали. Услышали и все-таки попытались понять. Но то, что у тебя талантливо, это несомненно. Потому что это твое, личное, индивидуальное, это творческая индивидуальность. А чем больше творческих индивидуальностей, тем, значит, богаче будет литература. Вот ты правильно сделал, что сегодня пригласил здесь своего помощника-издателя, который тебе помог издать эту книгу. Это очень большое дело, что находятся сегодня такие люди. У нас в этом году год литературы. И у нас много министерств, и общественных организаций, которые беспокоятся о развитии литературы, культуры в целом. Ездят в районы, собирают людей, проводят мероприятия. Но я всегда считаю, если ты поехал в район, тем более на уровне таких высоких инстанций, из каждого у нас района вышло немало талантливых писателей, авторов. Да привези по традиции мордовской туда новые книги этих писателей. Вот это будет. Путин, когда определял, наверное, издал указ о проведении года литературы, имел в виду не только, наверное, для галочки проведения этих мероприятий. Наверное, в первую очередь он имел в виду поддерживать учителей родного языка литературы. Молодых писателей, вот как Николай, других писателей, издавать книги, а не проводить для галочки эти мероприятия и определять 100 лучших книг. Как можно определить 100 лучших книг-то? Когда время уже у нас определило, и которые вчера, книги, которые вышли, они не могут включены сразу. Научный, литературный, национальный процесс. Для этого надо время. И у нас определены книги уже, которые изучаются в школе. Ну, издал человек порнографическую книгу. Подключил своих друзей в интернет, давайте голосуем. Что? Если проголосовали, давайте включать эту книгу. Поэтому таких как раз людей надо поддерживать на государственном уровне, а не проводить только мероприятия для галочки. А Коля, добрый будь. Но все-таки вопрос тебе, откуда тебе все это? Спасибо. Спасибо, Василий Иванович. Я думаю, что отвечу через песню, да, мы сначала сыграем. И, может быть, у кого-то еще тоже возникнут вопросы. А следующую песню будет исполнять Ирина Рахманова. Прошу ее на сцену. Значит, Ирина — это актриса Мордовского государственного театра кукол. Пожалуйста, она прочитает стихотворение, даже два. Даже два. Спасибо. Доброй всем доброй ночи. Первое стихотворение без названия, но по первой строчке «Близкие бьют в спину». Близкие бьют в спину. Не насмерть, а так, для профилактики. Стоишь, из себя вынут. На тебе! Не летал в облаках, чтобы, а держался к земле ближе. Столько дел. Ты куда, ей-богу, навострил сопляк лыжи? Ой, и в кого ты такой вышел? А потом
те, что их бесит, понемногу в душе улягутся. Снова день свою норму весит, снова все хорошо, кажется. И второе произведение, тоже без названия, по первой строчке, «В мировом ресталище царств».